Слушай. Добрый день, уважаемые слушатели. Позвольте представиться. Меня зовут Комова Юлия Владимировна. Я являюсь ведущим специалистом по патентно-лицензионной работе Федерального исследовательского центра Комнаучного центра Уральского отделения Российской академии наук. Мне бы хотелось представить вашему вниманию презентацию, посвященную авторскому праву, так как вы все люди творческие и непосредственно создаваемые вами произведения будут актуально рассмотреть авторские права для вас. Начнем с основных понятий, которые для вас будут интересны. В основном это авторское право. Что понимается под авторскими правами? Согласно статье 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации, под авторскими правами понимаются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые созданы творческим трудом физического лица. Да? Соответственно, что же такое интеллектуальные права? Под интеллектуальными правами мы понимаем большой перечень прав, в которые входят права имущественного характера, это исключительные права, право распоряжения, владения и пользования. Также к интеллектуальным правам относятся неимущественные личные права автора. Это право на авторство, право на имя автора, право на защиту произведения, неприкосновенность произведения. Соответственно, и в этот перечень входят еще иные права, которые относятся к таким как право доступа, право следования. В отношении объектов интеллектуальной собственности, таких как селекционные достижения, можно еще отметить личные права автора на название селекционного достижения. Так, соответственно, что же такое результаты интеллектуальной деятельности? Что Гражданский кодекс относит к таким результатам? К таким результатам относятся произведения литературы, науки и искусства, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, исполнение, фонограммы, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, коммерческие обозначения, наименование мест происхождения товара. Также можно еще отнести к результатам интеллектуальной деятельности такие объекты, как ноу-хау, секреты производства. Нужно сказать, что статья 225 говорит нам о том, что этот перечень результатов интеллектуальной деятельности, он открытый, нет определенных и конкретных наименований, да? То есть они всегда дополняются, есть возможность их дополнения новыми произведениями. Сейчас давайте рассмотрим классификацию результатов интеллектуальной деятельности. К объектам авторского права, которые мы сейчас с вами рассматриваем, относятся произведения литературы, науки и искусства. Также относятся такие объекты, как программа для ЭВМ и база данных. К объектам смежного права можно отнести такие произведения, как исполнение, фонограммы, а также теле-видео радиопередачи и вещание их в эфир. К объектам патентного права относятся технические решения в виде изобретения, полезной модели и промышленного образца. К нетрадиционным объектам относятся селекционные достижения, топология интегральных микросхем и секреты производства ноу-хау. К средствам индивидуализации юридических лиц относятся фирменные именования, коммерческие обозначения, товарные знаки. Также можно отнести наименование мест происхождения товара. Дальше. Возникновение авторского права. Нужно сказать, что авторское право возникает с момента создания произведения и фиксирования его на материальном носителе. Для, соответственно, дополнения каких-то других охранных документов не требуется. И регистрации этих прав не требуется. Возможно дополнительная регистрация по желанию автора, правообладателя, таких объектов, как программа для ЭВМ и база данных. Регистрацию это осуществляет Федеральный институт промышленной собственности, который находится в городе Москве, соответственно, путем подачи заявления о выдаче свидетельства о регистрации программы для ЭВМ или базы данных.
Кто же такой автор результата интеллектуальной деятельности? Согласно статье 1228, автором результата интеллектуальной деятельности является гражданин, творческим трудом, который создано такое произведение, такой результат. Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности лица, которые оказали только лишь консультационные услуги, либо обеспечение какими-либо объектами, да, то есть это финансовая помощь, это помощь в обеспечении оборудованием, а также граждане или лица, которые осуществляют контроль. Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные не одним физическим лицом, а более двумя или более лицами, относятся к соавтору. Да? Мы далее рассмотрим термин соавторства. Итак, есть автор результата интеллектуальной деятельности, правообладатель, которому принадлежат авторские права. Авторские права подразумевают собой исключительные права. Исключительные права делятся в первую очередь на интеллектуальные права, делятся в первую очередь собой на исключительные права, имущественные права, то есть это все те права, которые предполагают собой распоряжение, владение, пользование и получение коммерческой или иной выгоды. Согласно статье 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, можно рассмотреть такие исключительные права на произведение, как воспроизведение, право на обнародование произведения, право на изготовление его частей, либо в любой иной материальной форме, право на демонстрацию, право на переработку, право на перевод, право на распространение путем продажи, право на отчуждение, право на передавание произведения по лицензионному договору. То есть этот перечень прав, он определяется согласно каждого произведения, созданного самостоятельно. К интеллектуальным правам, которые относятся к авторским правам, относятся также личные неимущественные права, которые я говорила. Право авторства, право признаваться автором произведения. Право автора на имя, то есть право быть указанным на оригинале произведения под своим фамилией, имя, отчеством, либо под псевдонимом, либо анонимно. Право на неприкосновенность произведения. Так, необходимо сказать, что личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен. Дальше рассмотрим иные права, которые включают в себя право на вознаграждение за служебное произведение. Право на вознаграждение мы с вами рассмотрим немножко ниже. В любом случае, автор результата интеллектуальной деятельности имеет право получать авторское вознаграждение в том случае, когда от продажи, перепродажи, отчуждения получается коммерческая прибыль. Хотелось бы еще сказать, что автору произведения изначально принадлежат все интеллектуальные права. Но в том случае либо договором, либо трудовым договором, если это предусмотрено, права, результаты интеллектуальной деятельности, которые созданы в рамках исполнения служебных обязанностей, относятся к служебным произведениям. И, соответственно, законодатель нам говорит о том, что именно исключительные имущественные права в первую очередь принадлежат работодателю. Соавторство. Граждане, которые совместным трудом которых создано произведение, относятся к соавторам. Также необходимо отметить, есть произведения, которые единые, неразрывно связанные, и есть произведения, которые составляют собой части. Да? Те произведения, которые частичные, частями распределены, имеют самостоятельное значение, могут автором результата деятельности одним использоваться самостоятельно, без каких-либо ограничений других соавторов. Так, далее. Служебное произведение.
Значит так, я уже говорила о том, что служебными произведениями относятся те произведения литературы, науки и искусства, которые созданы автора в процессе выполнения своих служебных обязанностей. То есть необходимо в первую очередь обращаться здесь к вашему трудовому договору. Что прописано в нем, какие обязанности прописаны в вашем трудовом договоре. И исходя оттуда уже производить оценку, относится ли данное произведение, результат интеллектуальной деятельности, к служебному объекту, либо это произведение создано вами самостоятельно по собственной инициативе и, соответственно, понятие служебное произведение не может относиться к таким результатам интеллектуальной деятельности. Исключительное право на служебное произведение. Исключительное право, то есть имущественное право на служебное произведение в первую очередь принадлежит работодателю. И соответственно, согласно Гражданского кодекса, работодатель с того момента, когда автор, работник уведомил его о создании такого произведения, служебного произведения, должен в течение 3 лет принять решение либо самостоятельно воспроизводить это произведение путем обнародования, либо передать его третьим лицам по договору отчуждения или по договору, лицензионному договору, либо оставить это производство на предприятии и оформить на него режим секрета производства, ноу-хау. Личное неимущественные права автора, соответственно, остаются при авторе, и автор самостоятельно отслеживает защиту своих личных неимущественных прав. Объект авторских прав согласно 229 статьи Гражданского кодекса. К объектам авторских прав относятся произведения литературы, науки и искусства, как я уже говорила, и законодатель классифицирует нам определенные объекты. Туда может относиться литературные произведения, драматическо-музыкальные произведения, хореографические произведения, музыкальные произведения с текстом или без текста, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, соответственно, фото, видеосъемки. К объектам авторских прав можно отнести программы для ЭВМ и базы данных. Соответственно, также перечень объектов авторского права, он открыт. К нему можно еще, законодателям не оговаривается, но к нему можно произвести научные статьи, методики, рекомендации. Все это является произведениями литературы, науки и искусства. Не являются объектами авторских прав официальные документы государственных органов местного самоуправления, муниципальных образований, а также судебные акты, судебные решения, государственные символы, знаки, гербы, произведения народного творчества, фольклор, не имеющие конкретных авторов, сообщения о событиях, фактах, которые имеют только информативный характер, да, и в эти сообщения не внесен творческий вклад, соответственно. Служебные произведения литературы, науки и искусства охраняются как объект авторского права, так как я работаю в Федеральном исследовательском центре, мною произведена классификация тех произведений, которые создаются на базе научно-исследовательского учреждения. В качестве примера я здесь вам привожу. Да, то есть относятся научные доклады, научные монографии, кандидатские работы, научно-технические отчеты, лекции, зафиксированные на материальном носителе, программы для ЭВМ, карты, фотографии, подборка, лабораторные опыты, лабораторные исследования, выраженные в виде способа проведения лабораторных работ, опытов и так далее и тому подобное. Переходим к самому интересному, самому главному. Если мы автор результата интеллектуальной деятельности, произведения литературы, науки и искусства, и этот результат создан нами в процессе выполнения своих служебных обязанностей, то есть определенный механизм управления результатами интеллектуальной деятельности, относящийся к авторскому праву. Здесь вы видите схему
предварительную, да, то есть все равно механизм и система управления как интеллектуальной собственностью, так и объектами авторского права на каждом из учреждений делается самостоятельно. Здесь приведен только рекомендательный характер. То есть есть авторы результатов интеллектуальной деятельности, творческим трудом которых создан так называемый объект в виде выраженной в виде статьи, в виде методики, в виде подборки лекций и материала. Есть директор учреждения. Автор должен уведомить, соответственно, своего директора, руководителя о том, что им в процессе выполнения своих трудовых обязанностей создан тот или иной объект, относящийся к авторскому праву. В виде уведомления, докладной записки, акта о создании результата интеллектуальной деятельности. Директор может либо самостоятельно принять решение, либо организовать комиссию по целесообразности защиты передачи действий по созданным результатам интеллектуальной деятельности, результатам авторского права. Какие могут быть решения директора либо комиссии? Это оставить произведение в режиме ноу-хау, то есть в режиме секрета производства. Определяется в данном случае режим хранения, место хранения. Начать использовать результат интеллектуальной деятельности, обнародовать его. Да, в первую очередь это обнародование, что касается произведений. Если мы рассматриваем такие произведения, как программы для ИВМ и базы данных, возможна их регистрация, как я уже говорила. Третий вид, который может директор, решение, которое он может принять, это передать произведение третьим лицам путем договора на отчуждение своих исключительных прав. Значит так, вернемся к тому объекту, когда директор учреждения принимает решение оставить и начать использовать произведение у себя на предприятии, да, у себя в учреждении. Это обнародование, либо вот что касается программ для ИВМ и баз данных, возможно их регистрация по желанию правообладателя. Регистрация осуществляется в каком случае? Если директор или авторы понимают, что это коммерческое произведение, оно способно приносить вам доход, и, соответственно, в этом случае действительно необходим документ, подтверждающий, что исключительные права на созданный объект принадлежат учреждению. Да, и авторами этого результата являются лица, творческим трудом которых создано произведение. Регистрация осуществляется в Федеральном институте промышленной собственности, как я уже говорила. Перед тем, как подать комплект заявочной документации, необходимо провести процедуру урегулирования. В первую очередь заключается договор, соглашение между авторами, если их много, да, если автор не один, о распределении доли творческого вклада в созданное произведение. Когда авторы между собой распределили, кто сколько процентов внес в создание, определили, какой вид работы это был сделан, написание программного кода, я вам сейчас привожу программы для ЭВМ, да, написание программного кода, подборка, оформление. Авторы и правообладатель, то есть работодатель, заключают между собой соглашение об использовании созданного результата интеллектуальной деятельности, о выплате авторского вознаграждения в случае его коммерциализации и получения денежных средств, да? О том, что данный объект является служебным, и до момента обнародования, регистрации все конфиденциальные сведения остаются в рамках учреждения и не публикуются, не обнародуются до подачи заявки на регистрацию. Хотелось бы сказать о чем. В случае, если произведение принято решение о его обнародовании, в первую очередь до факта обнародования необходимо создать комиссию о том, что в данном произведении нет конфиденциальных сведений.
согласно Федерального закона о государственной тайне, что это произведение не содержит государственной тайны и возможность к его открытому публикованию, обнародованию. Так, если правообладатель в течение 3 лет не принимает какое-либо из решений, то, соответственно, все исключительные права переходят авторам результата интеллектуальной деятельности. Здесь вы на данном слайде видите пример уведомления директора, руководителя образовательного учреждения о создании результата интеллектуальной деятельности. Да, соответственно, уведомляем вас, что в процессе выполнения своих трудовых обязанностей было создано служебное произведение. Здесь приводится в качестве примера программа для ЕВМ, ее название, указываются авторы, указывается номер государственного задания, номер хоздоговора, номер муниципального договора, в результате которого был создан результат интеллектуальной деятельности. Указывается ссылка на статью Гражданского кодекса, и тем самым вы просите своего руководителя принять соответствующее решение. И с этой даты вы проставляете подпись, направляете дату, соответственно, с этой даты у вас отсчитывается 3-летний срок. То есть срок, когда директор, руководитель должен принять решение по судьбе вашего произведения. Соответственно, смотрим дальше. Если руководитель принял решение начать использование произведения в собственном производстве, да, рассмотрим процедуру регистрации программы для ЕВМ, то есть обнародования. Составляется договор, я уже как говорила, между авторами о доле творческого вклада и создания произведения. Договор между работодателем и авторами произведения, автором произведения, где расписывается, что это служебное произведение, что регистрация и все государственные пошлины по регистрации данного объекта оплачиваются правообладателем, работодателем, соответственно. Если авторы приняли решение оплатить пошлины самостоятельно, да, ввиду того, что в бюджет не заложено финансирование на оплату данных государственных пошлин, то это тоже прописывается о том, что государственные пошлины оплачиваются авторами самостоятельно. Также прописывается возможные пути использования и тот факт о том, что в случае, если передается произведение по лицензионному договору, от полученной прибыли авторы получают авторское вознаграждение в размере, допустим, 50% от полученной прибыли. И эти 50%, которые выделяет работодатель с полученного дохода авторам, они делят между собой согласно проценту творческого вклада, который они внесли в произведение. Соответственно, дальше заявочная документация формируется согласно нормативных документов Гражданского кодекса Российской Федерации и внутренних локальных органов административных регламентов Федеральной службы судебных приставов, Федеральный суд и промышленной собственности. Эти административные регламенты вы можете найти на сайте FIPS www.fips.ru либо www.new.fips.ru. С правой стороне будет прописана вкладка «Программы для ЕВМ и базы данных» и приведен весь перечень нормативных документов, административных регламентов, правил, по которым оформляется комплект заявочной документации. Второй вариант, который может принять директор, это оставить произведение в режиме ноу-хау, то есть как секрет производства. Договор между автором, потому что Гражданский кодекс нам говорит о том, что если работодатель, правообладатель принимает решение
о передаче произведения третьим лицам, либо об оставлении и засекречивании данного результата интеллектуальной деятельности у себя на предприятии, то в любом случае должно быть выплачено авторское вознаграждение авторам. Если не указывается процент и условия выплаты этого авторского вознаграждения, значит договор, соответственно, считается недействительным, соглашение указывается недействительным. Поэтому необходимо вам, авторам и правообладателям, отнестись с особой важностью к таким документам и прописать все возможные варианты выплаты авторского вознаграждения и, соответственно, варианты перехода, исключительных прав, в каком объеме, на какие сроки. Договор между авторами, я уже сказала, процесс закрепления режима ноу-хау. В первую очередь создается приказ на учреждении о том, что ввести режим секрета производства, ноу-хау на произведение, название произведения, авторы произведения. Соответственно, определить место хранения данного секрета производства, например, сейф кабинета 315, определить ответственного за хранение этого секрета производства и определить непосредственно определить лиц, которые имеют доступ к этому секрету производства. Говорим о том, что если это секрет производства, если это ноу-хау, то оно уже потенциально имеет коммерческую прибыль, если руководитель принял решение о сохранении коммерческой тайны произведения. Третий вариант – это передача произведения третьим лицам. Возникает несколько нюансов. Что касается программ для ЭВМ и баз данных, при передаче уже зарегистрированных программ для ЭВМ и баз данных необходима регистрация лицензионного договора, регистрация договора отчуждения в Федеральном институте промышленной собственности. Что касается других объектов, это регистрация объектов авторского права, эта регистрация не требуется. Вполне возможно, что результат интеллектуальной деятельности создан в процессе выполнения муниципальных договоров и договоров госзаказа, то изначально законодатель нам говорит, что эти права принадлежат заказчику. Если в договоре прописано, что обладателем исключительных прав на созданные объекты является исполнитель, и когда результат интеллектуальной деятельности создан, и директор понимает, что исключительные права принадлежат действительно вашему учреждению, но они не нужны вам, эти исключительные права, а заказчик, муниципалитет или же министерство ведомства говорят, что они готовы его у вас взять, то непосредственно это заключая путем договора отчуждения исключительных прав. Либо лицензионный договор рассмотрим, еще. Если это отчуждение, значит это полностью передача всех исключительных прав третьему лицу. Если это лицензионный договор, то он предпринимает собой передачу исключительных прав третьему лицу и возможность использования этого произведения самостоятельно в собственном производстве. Исключительные лицензионные договора бывают исключительного характера, только этому лицу и никому больше другому, либо не исключительная лицензия, когда правообладатель может передавать право пользования произведением одному лицу, второму лицу и третьему лицу, и при этом сохраняет права использовать его самостоятельно. Так, программа для ЭВМ. Я вам много говорила об этом объекте авторского права. Так что же собой предполагается под программой для электронно-вычислительных машин?
Это выраженная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования электронно-вычислительных машин и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ. Программы для ЭВМ могут быть выражены на любом языке, в любой форме, включая исходный текст. Базы данных. Под базой данных понимается выраженная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов, которые могут быть найдены или обработаны электронно-вычислительными машинами. Регистрация программ ДВМ и баз данных осуществляется согласно 1262 статье Гражданского кодекса. В первую очередь заявка на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных должна содержать заявление о государственной регистрации, которое заполняется по определенной форме. Эти формы утверждены и выложены на сайте Федерального института промышленной собственности. Также к заявлению необходимо заявление авторов, согласие их на обработку персональных данных. Необходимо приложить к заявлению идентифицирующие материалы программы для ЭВМ. В первую очередь это исходные коды, либо их полностью выраженные они, либо частичная подборка. Это реферат программы для ЭВМ, в котором указывается аннотация, для чего необходима данная программа, какие функции она выполняет. В реферате также указывается объем программного обеспечения, указывается оперативные системы, с которыми она работает. И также нам необходим, конечно же, платежный документ, который нам подтверждает о государственной пошлине за услугу, за регистрацию данного программного обеспечения в государственном реестре программ для ЭВМ и баз данных. Здесь вам представлены формы свидетельств на программы для ЭВМ с левой стороны и база данных, в которых указывается номер, под которым регистрируется программа, указывается наименование правообладателя, юридического лица либо физического лица, и указываются авторы программы для ЭВМ. Аналогично указывается все в свидетельстве о регистрации баз данных. Авторское вознаграждение. Самое интересное. Мы сейчас рассматриваем с вами объекты авторского права. Так вот, законодателем не предусмотрено авторское вознаграждение за создание произведения, относящееся к авторскому праву. При коммерческой реализации произведения автору результата интеллектуальной деятельности, автору произведения должно выплачиваться авторское вознаграждение. Условия, порядок и размеры авторского вознаграждения всегда предусматриваются между работодателем и автором соглашения, о чем я вам уже и говорила. Вознаграждения распределяются между соавторами согласно их творческого вклада. То есть все эти документы, которые я вам говорила, это соглашение между соавторами о процентном соотношении доли творческого вклада, соглашение между правообладателем и соавторами о выплате и условиях выплаты закрепляют и дают вам возможность того, что вам действительно будет выплачено авторское вознаграждение. Защита авторского права. Защита авторского права осуществляется согласно личных неимущественных прав автора, осуществляется согласно 1251 статьи Гражданского кодекса. Она предполагает собой признание этого права, восстановление положения, существующего до нарушения вашего права, пресечение действий, нарушающих право,
компенсацию морального вреда, публикацию решения о допущенном нарушении. То есть в любом случае, если принято решение об обнародовании произведения, всеобщем обнародовании произведения в интернете, в доступном источнике интернет, то автор самостоятельно отслеживает нарушение своих авторских прав и осуществляет их защиту. Законодателем не предусмотрено ведомство официальное, которое отслеживает нарушение авторского права. Защита исключительных прав, то есть имущественных прав, осуществляется согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации. Осуществляется путем признания права, путем пресечения действий, нарушающих право, возмещения убытков, изъятия материального носителя, то есть контрафакта, да, здесь мы говорим. Также официальная публикация о том, что право было нарушено с указанием лиц и, соответственно, действий. Официально не предусмотрено законодательством ведомства, которое отслеживает и осуществляет защиту авторского права. Но в Российской Федерации создано Российское авторское общество. Это некоммерческая организация, которая на коллективной основе осуществляет управление, в первую очередь, интеллектуальными правами автора, в которые входят и имущественные права в том числе, и отслеживает нарушение этих авторских прав. Здесь мною представлена информация и, соответственно, сайт Российского авторского общества, куда, заходя на которые, мы сразу видим у них раскладку, да, для правообладателей, для пользователей, для авторов. Зайдя на сайт и выразив желание на платной основе осуществить управление на тот или иной результат интеллектуальной деятельности, Российское авторское общество будет в первую очередь искать вам издательства, которые конкретные проверенные издательства, которые будут, соответственно, авторское вознаграждение выплачивать. Осуществляет поиск информационный по нарушению ваших авторских прав, по факту плагиата ваших авторских прав и осуществляет защиту авторских прав в суде. Соответственно, если у кого-то действительно хороший создан результат деятельности, и он желает, чтобы его авторские права были защищены, вы можете самостоятельно обратиться и подать соглашение непосредственно на объект интеллектуальной собственности. Приблизительные расценки Российского авторского общества – это 6 тысяч рублей за один объект, за одно произведение. В принципе, в кратком состоянии это все, что я хотела бы вам сказать об авторском праве. В любом случае, рассмотрение конкретных вопросов и обращение к законодательству требуется каждому объекту, каждому произведению, каждому сложившемуся ситуации, да, нарушений, об использовании. Это все нужно рассматривать лично, со специалистом и предпринимать меры по их защите, либо по их охране. Мне бы сейчас хотелось вам показать видеоролик, соответственно, об договоре авторского заказа, в котором есть, я думаю, заинтересующая вас информация. Пожалуйста. Так, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые собратья и сестры по перу. С вами сегодня опять я, Ирина Щербок, российский писатель, автор и рецензент издательства «Эксмо». Мы с вами встречаемся уже не первый раз, и сегодня я хочу ответить на некоторые животрепещущие вопросы начинающих авторов, начинающих писателей, тех, кому все-таки посчастливилось прорваться в какое-то российское издательство, не только российское, но где вы живете, я же не знаю. Вот. На что следует обращать в первую очередь внимание, какие задавать вопросы, что такое издательский
или авторский, или лицензионный договор. Что вообще обычно там пишут в этих договорах? Они, естественно, бывают разные, в зависимости от того, что там юристы написали вашего издателя. Но следить за этим необходимо, и вопросов возникает очень много. Особенно эти вопросы, естественно, у нас в нашей стране такие очень болезненные, потому что у нас с авторским правом пока еще неразбериха, и несмотря на то, что в этом направлении много чего сделано, но все-таки я не могу сказать, что у нас сегодня все хорошо, потому что и по поводу пиратства, и по поводу всего, так сказать, остального неприятного вы знаете, сами, наверное, неоднократно уже с этим всем сталкивались. Так же, как и можно столкнуться с такими, знаете, неприятными ситуациями, когда вы отдаете ваше произведение некоему издателю, а он ведет себя по отношению к вам нечестно. То есть там может и обмануть тиражом, не уплатить вознаграждение, сами понимаете, просто украсть текст, всякое бывает. Значит, когда меня спрашивают о том, что может ли, как себя обезопасить, как не попасть в ситуацию, что тебя просто взяли и ограбили, как проследить за тиражом изданной книги, в какие формы вообще может вылиться вся эта издательская нечестность по отношению к вам, как к писателю, к вашему произведению. Я могу сказать только одно, ребята. Во-первых, всегда обращайте внимание на то, с кем вы заключаете те или иные договора, те или иные соглашения. Потому что современное российское издательство, как и современное европейское издательство, оно очень сильно, конечно, наблюдается государством и поэтому ведет себя достаточно корректно. И с авторами, особенно с теми, кому оно заинтересовано издательство, заключаются договора. Договора, естественно, могут быть, как я уже сказала, разные, но в основной своей массе это такой довольно полный документ, который отражает ваши с издательством взаимоотношения. То есть вы отдаете издателю свое произведение, он обязуется вам его издать, вы обязуетесь, так сказать, и подчеркиваете, что это лично ваше произведение, никому авторские права кроме вас не принадлежат. Соответственно, издатель забирает у вас авторские права на определенный срок, о чем вы тоже договариваетесь заранее, или не забирает у вас авторские права вам, но тогда вы там на какое-то время разрешаете пользоваться этими правами и так далее и тому подобное. То есть в договоре внимательно обязательно читайте договор, который вы заключаете с издательством, потому что там описаны все ваши права и обязанности и все права и обязанности вашего издателя. Понимаете, в чем дело? Далее. Современная книга, она, так сказать, издателем или вами, если вы обратитесь в книжную палату, в частности в России этим занимается сегодня книжная палата, каждой книге присваивается так называемый номер ISBN, то есть такой книжный номер, по которому вы можете отследить вашу книгу и тираж вашей книги по всей планете, как говорится, да, потому что это международный такой номер, который в обязательном порядке присваивается для того, чтобы книгу нужно было продавать, ей нужно было работать, ее нужно было отследить и так далее и тому подобное. Еще раз говорю, вы можете самостоятельно обратиться в книжную палату России, этот номер вашему произведение будет присвоено, и тогда авторские права принадлежат вам, и уже потом вы там договариваетесь, если вы печатаете книгу, что не знаю, как вы договоритесь, возможно, за свои деньги будете ее печатать, или там еще какие-то найдете способы и принципы работы с издателем. Но чаще всего, если это, еще раз подчеркну, если это хорошее, проверенное российское издательство, таких у нас, в общем, не так много, крупных издательств есть. То же самое Эксмо, крупнейшее в Европе, АСТ, Росмен, допустим, там детская литература, древняя, еще со времен советских времен известное издательство, Центр Полиграф, допустим, там, что там еще у нас, Росмен, я сказала, Репол Классик, и так далее. Вы можете посмотреть, зайти в интернет, просто посмотреть рейтинг российских издательств, и уже, собственно говоря, исходя из этого рейтинга, думать, хотите ли вы связываться с кем-то из них, или его, да? Также вы можете сегодня издаваться через электронные площадки, такие как Ридеро, такие как Литрес, и так далее и тому подобное. Вы можете самостоятельно издаваться сегодня в Амазоне, на Амазоне точнее, да, это такое международное
международная площадка. Но в основном сейчас вот в Европе, как это ни странно, в Европе книжная, бумажная книга не потеряла своей актуальности, поэтому авторы до сих пор, несмотря ни на что, заинтересованы в том, чтобы получить бумажный тираж и распространение бумажного тиража в книжных магазинах. Ну, такой вот у нас, как это, от запаха книги, да, от новых страниц, от приятных от этого шелеста, тактильных ощущений, мы никуда пока что еще не ушли. Так что цифровая книга, несмотря на то, что она сегодня очень распространена, и на то, что она очень доступна, и на то, что вроде бы все чаще и чаще люди переходят на чтение электронных книг, но бумажная по-прежнему востребована. Поэтому, господа, если вы работаете с издательством, еще раз говорю, не поленитесь прочитать тот договор лицензионный, который вам предоставляет ваше издательство. Посмотрите по пунктам. Вот что это за договор? Лицензионный договор, с кем и о чем заключается, кто, собственно, с кем вы заключаете договоры, да? Предмет договора, вознаграждение, которое вам гарантирует ваш издатель, гарантии, которые вам гарантирует ваш издатель, права, которые есть у вас, если у издателя, обязанности сторон, понимаете, ответственность. Потому что вы же, если будет нарушено какой-то пункт этого вот договора, вы же совершенно спокойно пойдете в суд. Нечестно говоря, абсолютно. То есть здесь все прописано. Договор составляется юристами, понимаете, и подписывается вами. Вот если вы человек ответственный, пожалуйста, вот уже собираетесь быть писателем, пожалуйста, проверяйте все документы очень внимательно. В конце, естественно, обязательно все реквизиты сторон, издателей ваши, да, то есть все эти подписи, печати и так далее и тому подобное. Все вот это. Далее есть приложение к договору, да, есть акт, так сказать, сдачи приемки вашего произведения. Далее, после того, как произведение было напечатано, порядочное издательство будет вам еще и по тиражное вознаграждение выплачивать по мере, так сказать, продажи ваших изданий. Поэтому будут всевозможные акты, номер первый, номер второй и так далее. Если это будет доп. Тиражей, да, вы будете получать обязательные акты, вот бумаги, вот так вот, как вы будете получать акты о продажах ваших книг, да, вот каждый там, квартал, допустим, вы издательство, допустим, Эксмо, это каждый квартал, я не знаю, как у кого, может быть, это по полгода будет, возможно, это будет там, погодовое, как договоритесь, потому что это очень по-разному все это. Но обязательно читайте. То есть договор к нему, к договору приложение, к приложению акт сдачи приемки, ответственность обязанности сторон, акты потиражные, соглашения и приложения. Понимаете, в чем дело? То есть обязательно все вот это вот вы должны проверять. И это все вы ребят, я постоянно езжу в издательстве и подписываю гору бумаг. Вот у меня на каждую букву это подписано, понимаете? Это нужно обязательно смотреть и проверять. Но не забывайте, в каком мы мире сегодня живем. Мы же не в каменном веке, правильно? А то вот меня очень часто задают вопрос, а как вот меня вот, а вдруг меня обманут? Да обманут, конечно. Все нас обманывают, понимаете? Как мы обманываем, так и нас обманывают. Понимаете, в чем дело? Потому что, вот, допустим, знаете, вот, несмотря на все наши ухищрения, вот если, например, кто-то захочет, какая-то левая типография захочет украсть у вас вашу книгу, она где-то найдет в интернете, скачает, не знаю, какие-то PDF или, может быть, не знаю, найдут, понимаете? Вы знаете, что вот какой человек, который будет сливать в интернет все эти вещи. Это будет где-то левым образом напечатано там небольшим тиражом распродаться. Но сейчас вот чем дальше мы живем, тем меньше. Потому что тем жестче и жестче законодательство, понимаете? Поэтому сегодня вот над крупными издательствами уже стоят капитально просто. Там настолько все это структурировано и жестко за этим делом следится, что уже люди, знаете, 25 раз подумают, прежде чем что-то такое сотворить, понимаете? Вот. И далее, вот не думайте о том, что да, вообще никому я не нужен, никто меня не будет печатать и так далее и тому подобное. Вообще все там все одна Донцова с Устиновой. Ребята, пробуйте. Я, например, знаю, что в издательстве Эксмо регулярно возникают вот новые авторы, их просто вытаскивают этих новых авторов буквально из этого потока. Вот я одна из таких, кто вытаскивает ваши рукописи. Если рукопись хорошая, 4-5 в этой рукописи стоит, то ее напечатают. А если еще автор не лентяй, если он собирается к своей рукописи и готов еще предоставить 3-4, такие усилия откроют. Только вы сами себе отдавайте, отвечайте себе на вопрос, моя книга вообще стоит того, чтобы ей быть напечатанной? Понимаете? Я вообще хорошую вещь написала, или так это, лишь бы потешить собственное самолюбие, или я не знаю. И еще, господа, вот грамотность.
Ну, просто из вас сегодняшних вот писателей просто не знает русского языка. Ну, просто не умеет писать по-русски. Ну, вот если вы чувствуете в себе, что вы человек неграмотный, ну, и хочется все равно напечататься, ну, наймите себе, в конце концов, редактора, наймите себе корректора. Для любого учителя русского литературы в школе придите, вас там хотя бы просмотрят этот текст и заплатите какую-то денежку. Но текст, по крайней мере, будет немножко причесан. И вообще возьмите учебник русского языка. Я вот пользуюсь Розенталем до сих пор, хотя это старый учебник. Посмотрите современный, что сейчас у нас есть новенького. Хотя хорошая старенькая, вы знаете, 100 очков или новенького. Вот. Еще раз говорю. Значит, любой издатель, когда берет ваш роман, он обязательно обращается в книжную палату, у него есть там серийные эти номера, они большими, издатель обычно большими количествами заказывают эти номера, поэтому он вам присваивает ваши книги специализированный номер, вы этот номер, естественно, знаете, вы по этому номеру можете проследить судьбу вашей книги. То есть, конечно, обмануть все равно человека можно, но теперь трудно. Понимаете, да, о чем я говорю? Еще раз, читайте внимательно лицензионный договор. Читайте внимательно соглашение, акты, приложения. Читайте все, что вам дают подписывать. Не подмахивайте просто так. Вот. И обязательно проверяйте ваши произведения на ошибки, на грамотность, на стилистику. Кстати, по поводу стилистики прекрасный учебник Горшкова. Это преподаватель литературного института, у него замечательный есть учебник. Так и запишите себе, Горшков стилистика так и называется. Вдруг вам удастся сейчас найти, я не знаю, может быть, в интернете, если нет в печатном виде, то, возможно, в интернете точно есть. Найдете, почитайте. Вот. Читайте литературоведческие учебники. Конечно, вот понимаете, можно перечитать все учебники, не научиться писать, но грамотность все равно повышать нужно. Без этого, ребят, ну никуда. Если вы будете писать безграмотно, ну никто же не возьмет. Понимаете, в чем дело? Если книга не очень грамотная, какие-то небольшие ошибки, там какие-то огрехи, ничего страшного, поправят, понимаете? Но если вы безграмотны по своей сути, ну, сами понимаете. Вот, я сегодня коротенько вот так рассказала просто вот этот вот животрепещущий больной вопрос по поводу вот этих вот договорных всевозможных отношений. Поэтому я сегодня закончу. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы тогда уже следующие вот эти вот видеолекции сделаем уже больше, так сказать, приближены к вашим насущным проблемам, к вашим вопросам. Но сейчас всего доброго, до свидания, удачи вам. Так вот, видео, скажем так, коротко, но по существу можно выделить некоторые вопросы. Да? В первую очередь, это присвоение индивидуального номера книги. То есть мы можем следить сейчас, если вы передали свое произведение для обнародования в какое-то издательство, то через книжную палату можно найти номер, отследить, в каком производстве он издан, имеется ли продажа изданий, и, соответственно, если такая продажа имеется, мы можем обратиться к издателю о выплате вам, соответственно, авторского вознаграждения. Дальше, я уже говорила, необходимо составление договоров, любых, юридическая фиксация того, что у вас есть. Без этого в случае рассмотрения уже вашего конкретного вопроса в суде что-либо доказать будет достаточно проблемно. Вот, поэтому смотрите, изучайте и всегда подумайте, прежде чем обнародовать произведение в общедоступных источниках, необходимо проработать систему защиты ваших авторских прав. Спасибо большое за внимание. Телефончик здесь указан. Если будут какие-то вопросы, всегда можете обращаться, звонить, писать. В рабочее время, соответственно, буду рада вам помочь, ответить и разобраться с вашими возникшими вопросами и ответами. Так. Спасибо большое.